Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Попова Айталина. Разрешите представить нашу работу на тему способа перевода этнографизмов на примере рассказа Этли Кристин Хачатур. Как вы знаете, вопрос перевода волновал и интересовал не только литературоведов, литературных критиков, но и большинство читателей, так как в этих произведениях мы находим этнографизмы и реалии. Цель работы – изучить способы перевода этнографизмов в рассказе Этли Кристин Хачатур. Задача, во-первых, изучить понятие этнографизма, во-вторых, исследовать способы перевода этнографизмов в рассказы Этли Кристин Хачатур, и в-третьих, составить глоссарий этнографизмов. Также на этом слайде представлена научная новизна и метод исследований, такие как работа с научной литературой и метод лингвистического анализа. На данном слайде вы видите диаграмму способа перевода этнографизмов в литературных произведениях. Всего их существует 6. Нами исследован перевод произведения Этли Кристин Хачатур на русский язык Виктора Легентова. Всего исследовано 35 этнографизмов. На данной таблице вы видите наш глоссарий. Наиболее часто используемым способом является приближенный способ. Наименее часто Виктор Легентов использовал транслитерационные и трансформационные способы. Также существуют неприведенные этнографизмы. Виктор Легентов перевел слово «элегия» как «барин», но это мы считаем искаженный перевод. Слово «элегия» в рассказе использовано в качестве ненормативной лексики, брани, так как было адресовано барину. Если анализировать перевод этнографизмов, то можно проследить, что такие слова, как «алас» и «халджай» не соответствуют действительности. Слова «угуння холумтан селлик джотчер» не были переведены, но это можно объяснить тем, что эти факты не имеют большого значения для хода событий в рассказе. Их отсутствие в приведенном тексте не искажает основное содержание произведения. Также можно отметить, что слово «балаган» в одном и том же рассказе переводится по-разному, в зависимости от контекста. Выводы. Во-первых, этнографизмы – это название предметов и явлений, характерных обычно для быта и хозяйства в определенной территории. Также они могут быть названы этнографическими диалектизмами. Во-вторых, в рассказе используются все 6 способов перевода. И в-третьих, при переводе рассказа Семена Степановича Яковлева Этли Кристин Хачатур Виктор Легентов наиболее часто использовал приближенный способ. Из 35 этнографизмов 30 переведено, 5 этнографизмов пропущено. Это говорит о том, что перевод полный, содержание не изменилось. На основании того, что в переведенном рассказе превосходствует приближенный способ перевода, мы приходим к выводу, что в переводе рассказ передан максимально точно и без искажения смысла этнографизмов. Спасибо за внимание.